И теперь, что касается вопроса о локомотиве экономики. Вот бүгін айтылып отырады. Былтыр 23 тонна, 19 жылы 26 тонна. Бүгін сұроным бар, мен ұғы отырдым да. Тегінде метод бұл 13+1 НДС, налог на прибыль деп отырып, 26 тоннаның қанша Қырғызстанға, мысалы, ақша қаражатты пайдасы біздің бюджетімізге, жарандарымызға қандай түшті? Долясын айтып бергіле, қанша проценті түшті, қанша местныйге түшті, жалпы момынша миллиард сом болды деп айтсаңар, мен түшінетілем. Салық бойынша айтып қойым. Бөлбөгіле, Қырғызстанға эмне пайдасы болды деп айтып берсеңер, атайын сілер бөліп, ондай адаштырып атасың. Бөлсін. 12 миллиард 999 миллион 254 мың сом. Бұл жалпы ошо 13 миллиард екен. Отраслдан түшкөн. Отрасль. Ошо 26 тоннадан түшкөн бе? Бұл ошо отрасль. Қоя тұрғыла. Сіз, мен айтып сіз адаштырбаңыз. Мен айтып отырам. Мен азыр, мына урматтуу Кожобек Жайчыбекович, биздин комитет сейчас, да, извините меня, как поле чудес. Благодаря неподготовленности өкмөтө. 5% дейбиз, 10% дейбиз, 15%. Мы должны с бизнесом разговаривать. Урматтуу, силерге сурай берип атам. Карбек Эмильжанович. Мен угалекс, мен суроону берилекмин, сиз алаксып атасыз. На сегодняшний день нету анализа, придя в комитет, ни финансового, количественных характеристик жок эчкандай. Надо уважать бизнес, с бизнесом разговаривать на языке прозрачном, чтобы им было понятно. А мы здесь гадаем. 3%, 5, 10. Вы провели, собрали вы всех? Мен бүтүрүп алайын, мен ушу өкмөткө айтып отурам. Биз азыр айтып отурабыз 5. Туура, мүмкүн 5 болот. Мүмкүн 10 болот, Бирок ушуну анализдеп, Кожобек Жайчыбекович, мен башка эметип атам. Анализдеп алып келиш керек болчу, варианттарын. Я не буду останавливаться, какие страны развиваются на золотодобыче. Сегодня мы не можем озвучить цифру, какую цифру бюджет в общей сложности от 26 тонн получил. Я уже не говорю, что в акциях есть наша прибыль. Вы же должны его здесь презентовать, рассказать, чтобы нам было понятно. Вы радистсиңер, чтобы мы могли за что-то голосовать. Өмүрбек Мырзаевич жакшы сунуш берди. Бирок мен азыр гадайм, может быть, коллега Мирмамат Султанов жанында да 6%, Өмүрбек 5, азыр 10 деп атышат. Вы же должны нам дать, обосновать. Проголосуйте, пожалуйста. Может быть, это 10% будет. Ответь. Относительно поступления от горнодобывающей отрасли мы вот проводили анализ. От именно золотодобывающей компании бюджет только в виде налогов, без учета социального фонда 11,2. Я повторюсь еще раз вопрос. 26 тонн вы добыли, отдали. Чисто вот скажите, сколько? 11,2 миллиарда сомов в виде налогов в бюджет. 13 миллиардов сомов в виде налогов. Да, 11,2. 11,200. Да. Но вы должны сейчас мне сказать, сколько в виде дивидендов может наши шефы в виде дивидендов получает бюджет наш. Нету вот этой раскладки, количественных характеристик. Но у нас дивиденды только вот Кыргызалтын, это... То есть 11 миллионов 200 и все. 11,2 миллиарда в виде налогов. Ой, миллиарда. Вот посмотрите, без соцфонда. Вот Абдан Джахшида, я вот к этому вас подводил. Какая отрасль может сейчас по итогам года с вами соревноваться по этому показателю? Никакая. Но вы должны презентацию делать. Я еще раз призываю вас, 3-5 кылалы, 5-10 кылалы, депчи. Менин сунушум, вы должны говорить на языке цифр, а мы здесь, конечно, біз мыйзамды колдоп беребиз. Бизнесменен да ачык, айкын сүйлөшүш керек. Мына кумторду бир канча жылдан бери, 30 жылдан бери туура эмес кабыл алып коюп, канча президент алмашты, канча жогорку кеңештин депутаттары алмашты, эчтекесин эмете албай жүрөбүз. Себеп ошонун баары өз убагында специалисттер, госушуда силерге окшогон комитеттер туура эмес сунушту берип койгон, туура эмес голосовать этип салган. Бүгүн силер бизди алып келип, биз силерди угушубуз керек. А биз наоборот силерге далилдеп берип атабыз. 5 кылалы, 10 кылалы деп. Силер угуп коюп, жооп берип коюп отурасыңар. Сколько теперь у меня вопрос к законопроекту.
Мы согласны, мы готовы представить презентацию и анализ горнодобывающий. У нас все это есть, просто... Я очень сегодня рад, не что по вы теме. согласны. Если вы пригласите золотодобывающие компании, пригласите нас, комитет, ну, Барус Барвасахта, сколько-то пойдем, поучаствуем. Надо с бизнесом прозрачно друг напротив друга садиться, разговаривать, их предложения слушать. Душить без конца бизнес нельзя, невозможно, ни одной. Вот даже по цифрам вам посмотреть можно. Это все 11,2 миллиарда принес бизнес. Бизнес. Мы с ним должны говорить прозрачно, оберегать его даже. Мы полностью с вами согласны. Вот как раз это такой компромиссный вариант и принесли же сюда. Рахмат, сколько на территории Кыргызстана функционирует лабораторий, определяющих концентрат? Но у нас по пальцам руки пересчитать. На самом деле на каждом золоторудном предприятии есть свои лаборатории. Но такие аккредитованные лаборатории, три лаборатории у нас есть. Это и в институте. Вы говорите лаборатории. Сколько лабораторий, можете сказать? 5, 3, 2. Три лаборатории, и на каждом золоторудном предприятии есть свои лаборатории. На каждом горнодобывающем предприятии. Хорошо, я вас подвожу к следующему вопросу. Соответствуют ли международным стандартам эти лаборатории? Да, они имеют сертификаты 17025. Они аккредитованы, прошли аккредитацию, да? Да. Тогда, если лаборатории не прошли международную аккредитацию, тогда не приводите ли результаты их исследований в официальных документах? Я почему говорю? Допустим, вы вывезли, да, вам дают заключение 3 грамма или 5 граммов, вы вывозите. А они сами заключение дают мне на заключение, да. Иностранные предприятия начисляют средства, исходя из данных содержания драгоценных металлов в рудах и концентратах на основании своих собственных лабораторий. Могут ли быть различия? Могут быть различия. Я хочу сказать, что компании, которые... Секундочку, могут быть? Могут, но я хочу сказать, компании, которые у нас вывозят концентрат, все эти компании пользуются лабораториями, у которых есть аккредитация. Компании, которые вывозят золото, они афинаж проходят в Кыргыз-Алтыне, и там в виде чистого слитка золото вывозится. Я попрошу, покороче отвечать. Да, хорошо. Вы говорите, могут различия быть. Тогда кто будет отвечать, если вывезли как 5 грамм, а завезли 4? Александр, можно я коротко отвечу на этот вопрос? Да не важно кто, вы ответите. Да, в области техрегулирования ситуация такая. Если какая-то лаборатория, заказчик не доверяет исследованиям той лаборатории, сразу же возникает инструмент арбитража. Идут в арбитражную лабораторию. Тогда, секундочку, я до этого слышал ответ, что лаборатории проходят сертификацию. Насколько я знаю, все лаборатории, которые дают такой результат, они все проходят сертификацию. Согласны? Каким образом общепринятые 2 лаборатории, которые одна находится за пределами Кыргызстана, одна у нас, дают разный результат? Значит, секундочку, значит, наши занижают, потому что международные не могут они там занижать. Бактор Александрович, у нас наоборот, как раз таки, так как золото владелец является кыргызские компании, всегда заинтересован занижать количество золота в руде или в концентрате компания, которая перерабатывает ее. Разница может быть в чем быть? Допустим, можно... Нет, я еще раз хочу, чтобы мы прозрачно говорили на одном языке, если 2 лаборатории. Я вот прозрачно говорю. Бир цифрового керек. Не, почему? Там есть, например, Здесь поверка. коррупция заложена. Вы возите по 4 или по 5, да? А завозите, они заключение дают, вы по 3 обратно завозите. Я отвечать за нарушение законодательства не могу. Если там есть нарушение законодательства, там соответствующие госорганы работают. Я вам говорю... Вы априори закладываете, извините меня, вы сразу закладываете нарушение и коррупцию. Если система не должна читаться, вы же не одни в мире. Бактор Александрович, все лаборатории разные, они могут давать погрешности. В связи с этим, в золоте каждая погрешность даже на 1 грамм это деньги. В связи с этим всегда есть ситуация, когда заказчик может обратиться в арбитражную лабораторию или референт лабораторию.
То есть Я этот не о инструмент, заказчиках говорю, это я международный инструмент. о государственной лаборатории, которую вы даете, если они сертифицированные все. Не, мы государственная лаборатория, Погрешность я согласен. Ну а если есть различия между той лабораторией и нашей национальной? Азыр сурасам үчөө бар дейт. Үчөөнө үч, тогда получается үчөөнө үч жол исследование алсаңар, үчөө разные показания берет. Могут быть погрешности. Это результат вашей работы такой. Вам погрешность нужна, там коррупция вся зарыта. Эти три компании международно сертифицированы, для них репутация важнее всего. Получить аккредитацию очень тяжело. И из-за какого-то, чтобы там, из-за коррупции они никогда не будут своей репутации как бы... Вот видите, вы на кон уже ставить. априори защищаете их. Вы не провели ни один инвестиционный форум какой-то с этими переработчиками. Нет, Приведите, разговаривайте. Бактыбек Сагындыевич, просто система лабораторий, система аккредитации, это такая вот такая большая система. Здесь нет такого, что международно аккредитованная компания, которая еле-еле получила аккредитацию, вы знаете, они здесь работают филиалы, не здесь лаборатории, они отправляют лабораторию там в Лондон, куда-то там в Россию. Понимаете, у них здесь Вы не за полностью Лондон, вся за лаборатория. Россию не отвечаете. Еще раз вам говорю, вот коллеги даже здесь уже подсказывают вам. Вы нарушаете закон, конституцию. Вы должны прежде всего у нас отпускные данные дать. А Мы в связи с этим вот выпущено постановление правительства для Александр того, Алексеевич, чтобы... Подождите, дайте дослушать. Вы представьтесь, кто вы? Алишеров Ильдар, заместитель министра экономики. Прежде всего, вот очень хорошо, что экономики. Вы же должны априори закладывать погрешность ту, которая не может меняться, минимальную. А вы вот такую погрешность закладываете. И еще отстаиваете меня, как министр экономики. Это интересы нашего народа, нашего государства. А вы им говорите, погрешность может разная лаборатория быть. Речь идет о чем? О золоте, а не о картофеле и абрикосах. И вы говорите, погрешность должна. Бактыбек Сагындыевич, вы абсолютно правы. Я не говорю, что там... Тогда, если правы, мы согласитесь закладываем. и все. Не, я хочу просто пояснить маленькую деталь. Мы не закладываем погрешность. Я говорю, что она возможна быть. Но когда лаборатория, например, намеренно, как вы говорите, искажает протокол испытаний, то есть само исследование, она может потом как бы в международном, как бы среди профессионалов, как бы взять негативную репутацию, и у нее могут отозвать аккредитацию. Любая международно аккредитованная компания, которая доверяет все, не пойдет на такие риски, мы говорим об этом. Но, как вы правильно заметили, для того, чтобы у государства был контроль, мы сейчас постановлением правительства внесли изменения. Я уже все. Один из этих... Все Вы понятно, вы понятно. согласились? Согласились? Согласились, что надо работать? Все, работайте. Следующий мой вопрос вот по данному проекту закона проведены парламентские слушания? Общественное обсуждение только проводили. Парламентские будут? Здесь поручения будут, можно провести. Вы же замминистра экономики, за АРВ вы как никто должны знать. Нет, тогда вы жок болсо, онда мынаки страница 3, откройте. Не АРВ, страница 3, заключение. Вы пишете, отдел также, как и отдел специализированных видов экспертиз аппарата руководства статьей 3, статья 115 закона о Кыргызской о регламенте республики отмечает об обязательном проведении парламентских слушаний. Если они да, то зачем это прописывать? Просто надо убрать отдел. Все? Нет, либо мы не должны писать, я согласен с вами. Я хотел еще отметить сегодняшнюю подготовку отделом работ, материалов очень таких положительных, все критические моменты были учтены. И вот немножко есть еще замечания, но сегодня полноценные подготовлены материалы. И вот в этом плане вот это замечание. Если мы будем слушать, зачем его писать просто так? Ну, Минэконом пусть ответит. Анда жазбаш керек. Если парламентский суд, зачем писать? Сіз түсіндіңіз бе? Все, биту снимаем, дальше идем. Четвертый. Начинаем сейчас. По поводу, скажите, какими способами будет реализован контроль над исполнением условий обратного завоза золота, переработанного и афинированного
Вы знаете, есть